реестр заявлений в детские оздоровительные лагеря. Мы с вами встречались уже дважды, один раз непосредственно с оператором, второй раз это с начальником управления образования, которые приезжали очно сюда участвовать в республиканском совещании 6 апреля. Сейчас мы готовы ответить на все ваши вопросы, которые, возможно, в прошедшей неделе у вас появились. Мы предлагаем либо подкрепляться голосом и видео, либо писать в чате все вопросы, которые вас интересуют. И мы здесь сейчас вместе с отделом дополнительного образования и летнего отдыха и республиканским центром детско-юношеского спорта и туризма готовы ответить на все те вопросы, которые вас сейчас интересуют. Коллеги, еще раз напоминаем о том, что был направлен в ваш адрес приказ с утверждением правил подачи заявлений в детские оздоровительные лагеря. Поэтому возвращаться к нему и повторять основные его положения, наверное, не будем. Это мы делали неделю назад, в пятницу на ВКС. И сегодня мы хотели бы услышать как раз вопросы, если что-то непонятно, вы не допоняли, как организовать работу. Я надеюсь, что вы все, возможно, уже попробовали зайти или с родителями, или пробный такой шаг сделали, попытались зайти через страницу как-то вот. Пожалуйста, давайте, что вас интересует, что вам непонятно и в организации процесса, и, может быть, технически что-то вас не устраивает. Что пишете? Сообщение нет пока. Ну, пока формулируются вопросы, наверное, есть смысл проговорить. Вопрос. Приемную кампанию открывает НИПРК или мы сами? Приемная кампания открывается Центром детско-юношеского спорта и туризма. В нем уже заведомо заранее будут определены базы, на которые может быть осуществлена запись, определены квоты, определены смены. То есть это все находится в зоне ответственности Центра. Мы надеемся, что к 25 числу все базы будут заведены. Другое дело, если вы на своем муниципальном уровне организуете какой-то лагерь, или хотите в автоматизированном режиме учитывать детский отдых и оздоровление, который осуществляется на базе школ или других учреждений. В этом случае вы самостоятельно формируете свои приемные кампании и ведете весь тот процесс, в котором, наверное, поможет тот же самый приказ министерства. То есть все должно осуществляться точно таким же образом. Тогда такой приказ должен быть уже на
Далее мы разместим в электронных средствах массовой информации также всю эту информацию, в том числе и о сайте дети11.рф, с учетом того, что на данный момент все базы там есть. Практически все базы там есть. То есть когда возникнет ситуация, что все базы будут на этом сайте, это будет новый информационный повод для того, чтобы напомнить родителям о том, каким образом будет организована летнеоздоровительная кампания в этом году. Прием заявления. Да? Константин набирает вопрос. Напряженно с камерами. Виктория Александровна, это Константин Андреевич Петергин. Я приболел и отсутствовал, поэтому не знаю, решился ли вопрос с Петергином по тем 300 заявлениям. По заявлениям мы уже общались, и был представитель на семинаре совещания Петергинского района. Присутствовал. Мы сказали, работайте адресно с родителями. Мы обо всем этом говорили, у вас есть на руках 300 заявлений. Несмотря на то, что у вас на сегодняшний день есть соглашение с турцентром, и вы не знаете те квоты, которые распределены именно вашему району, и по категориям, и в целом. И сейчас сложилась такая ситуация, вы адресно работаете с родителями, да, обзваниваете, говорите им, что вот в 9 часов 25 числа вы должны сесть и вбить свое заявление. Либо через сайт Дети 11, либо через учетную запись. Здесь только так. Окей, спасибо. Еще вопросы? Коллеги, нам очень много звонят родители. И уже спрашивают, каким образом будет осуществляться процесс подачи заявлений. Поэтому, если вам что-то сейчас непонятно, задавайте вопросы ваши. Мы для этого здесь, в принципе, собрались. Урсинск у нас присутствует? Можно увидеть? Есть Урсинск? Да. Если есть вопросы, у Урсинска были вопросы. Урсинск, Крапивина, ОВ. Оксана. Сектор отвечает за адрес на сектор. Молодцы. Сектор оперативно. Да, слышно вас. Нет камеры, к сожалению. Да? Ну, звук, если мы готовы со звуком поработать. Коллеги, может кто-то попробовал у себя в муниципалитете внести заявление теста в систему через сайт в секцию, получилось? Не было никаких проблем? Мы вчера пробовали с красным датоном, когда ли ее четко зашли с левого датона, да? Да. Там написано нет приемной кампании. Ну, потому что она начнется 29 числа. Ну, соответственно, заявление создать мы не смогли. Нет приемной Протестировать, да? Вы их создали через сайт или через систему? услуги. Зарегистрировать в ее услугах не смогли. Сообщение нет приемной кампании. Нет, когда Через сайт заходить, когда нам начинают
процесс мы до конца не решили. У нас приемная компания. А зачем Тестовый строй. Давайте сейчас. Давай попробуем переключиться на ноутбук. Что-то фонит. Фонит. Давай попробуем переключиться. Все, переключил. Листопад. Ирина Павловна спрашивает. Управление образования города Сосногор. Срок по назначению ответственных исполнителей какой? Коллеги, наша компания заявочная начинается 25 апреля. Поэтому вы определяете сами, когда вы назначите ответственность. 25 числа уже должна быть возможность у родителей подать заявление. Если они не могут электронно, самостоятельно подать, то должна быть предоставлена им возможность подать через образовательную организацию или через муниципалитет. Поэтому я думаю, неделя у вас еще будет для назначения, для того, чтобы обеспечить всем рабочие места, техническую возможность для того, чтобы обеспечить специалистов. Поэтому я полагаю, что вот в течение недели вы должны уже это сделать. То есть, коллеги, с поступившими заявлениями работаем так, как я только что объясняла с экспериментом. У вас есть заявление на руках, там есть контактные данные родителей. Придется садиться, обзванивать родителей и говорить о том, что 25 числа в 9 утра открывается заявочная кампания. Уважаемые дорогие родители, садитесь и вбивайте, подавайте заявление. Или приходите в образовательную организацию, в муниципалитет, и мы вам поможем это сделать. Только так теперь. Соглашение когда будет направлено? У нас всегда будет направлено соглашение, что да, на следующей неделе будет направлено в муниципалитет соглашение. Администратор системы на уровне муниципалитета будет видеть все заявления, как я понимаю, как мы предполагаем. То есть ответственные, которые были закреплены за приемной кампанией, и будут работать в этой кампании, или обязательно новые. Ну, администратор системы на уровне муниципалитета будет видеть все заявления, которые поданы на уровне муниципалитета. То есть, например, секретарь видит секретарских людей, бухты в бухтырстве, ну и так дальше. И ответственный сотрудник, тот, который куратор в системе, он, конечно, будет работать со всеми этими заявлениями. Оператор тоже видит эти заявления. Образовательная организация видит те заявления, которые относятся к образовательной организации. То есть она не видит все заявления на уровне муниципалитета. Поэтому я и говорила, что если вы назначаете образовательную организацию ответственной, то есть базовой в этом процессе, то ей создается учетная запись на уровне администратора муниципалитета с правами на уровне муниципалитета. Списки формирует ответственное лицо уполномоченного органа, то есть муниципалитет. И работает со списками, с итоговыми от муниципального образования как раз именно это ответственное лицо. Ну, вопрос уже был, приемную кампанию в услугах надо ли создавать. Вы создаете приемную кампанию в одном единственном случае, если вы сами ее организуете. Если вы собираетесь работать исключительно с заявлениями на государственные объекты, то есть те, которым оператором является центр, то приемную кампанию создавать не нужно. Вы работаете в рамках той приемной кампании, которая центром уже создана, и она начнется с 25 апреля.
Коллеги, вопрос, еще вопросы? Добрый день. Слушаем вас. Усинск на связи, наконец. У нас вопрос такой. У нас очень много сел, отдаленных от города, да? И каким образом при распутице они в течение 5 рабочих дней будут привозить нам заявления? Документы, пакет документов, все необходимые справки. Вот у нас такой вопрос. Скан не является юридически значимым документом, но тем не менее, я думаю, что здесь можно организовать, ну да, во-первых, сделать исключение, а во-вторых, организовать подтверждение документов на уровне населенного пункта каким-то образом. И образовательной организации. И образовательная организация вам сообщает, что да, документы соответствуют действительности, они идентичны оригиналам. И тогда в этом случае оператор на уровне муниципалитета подтверждает эти документы. Я думаю, что между собой нет проблем вам там договориться. Но потом, конечно, документы все равно должны быть переданы. Да, при первой же возможности. Хорошо. Вопрос номер 2. На прошлом совещании говорили о том, что если будут невостребованные путевки, можно будет повторно ребенка отправить в лагерь. Но на сегодняшний день мы входили на сайт и видим о том, что можно подать заявление только единожды. То есть ничего не поменялось. Да? Каким образом, если у нас будут лишние путевки, а уже не будет желающих, и только повторный ребенок захочет поехать? Здесь, наверное, ответ такой. Нет технического ограничения на подачу заявлений. То есть законный представитель, оператор может подать заявление сколько угодно на одного и того же ребенка. Ограничения нет. Единственное, что вы фиксируете в соответствии с правилами, да, первое заявление на объект. А если остаются, как вы говорите, невостребованные места, то в этом случае идет перераспределение. То есть те заявления, которые не были освоены, или, например, которые были... по которым был отказ, можно еще раз этот вопрос переработать и уже перенаправить их на невостребованные места. Но то есть вы заявления не удаляете в системе, они у вас, сколько бы их не было подано в отношении того и того же ребенка, они у вас все в системе будут. И поэтому вы можете в любой момент здесь следующий по очереди заявление брать и направлять. Технически подать одному и тому же человеку несколько раз заявление возможно. Возможно, и по закону мы не имеем права ограничить. В пункте 2.5 правил как раз указано, что если уже ребенок воспользовался, то преимущество имеет стоящий следующий в очереди ребенок. Еще вопросы? Я знаю, что бывают случаи, когда в последний момент родители отказываются от путевки, хотя уже остался последний шаг. Система даст следующего по списку, но по срокам как быть? То есть опыт есть у центра в этом? Вопрос. Здесь дело не в системе. Да? Мы задаем вопрос уже, то есть ребенка били, ребенок отказался ехать, мы забираем, мы говорим, хорошо, у нас есть следующий в очереди ребенок. Как поступаем? Только медицинские справки. Если есть на руках справка, как документы уже будут подтверждены у очередников, получается, что мы берем из очереди ребенка, у которого наличие медицинских документов. Говорилось не позднее 30 дней. Это в идеале, дорогие коллеги. Вот в идеале должно быть не позднее 30 дней. Вы должны предоставить все документы в центр. Вместе с тем, с года в год мы меняем за 5 дней ребенка, за сколько есть опыт работы центра. Так как надо, несмотря на соглашения, несмотря на договорные отношения, все равно бывает так, как вот бывает. Поэтому мы работаем с тем, что есть. Есть возможность предоставить им все необходимые документы. Мы меняем, берем другого ребенка, и другой ребенок. Здесь дело не в правилах.
Здесь дело в том, как организован процесс. И да, конечно, бывают форс-мажорные обстоятельства, они очень часто бывают. И здесь уже центр идет, по сути, навстречу, потому что если у нас ребенок не поедет, то здесь мы говорим и о республиканских средствах тоже. Они у нас просто-напросто теряются. Но Поэтому- технические ограничений Да. в системе нет. То есть можно с заявлением работать до окончания приемной кампании. Еще какие-то вопросы будут? Коллеги, вы все знаете наши номера телефонов. В любом случае, до 25 апреля есть еще возможность и изучить. Я все-таки рекомендую тестовый прием Да, я кампанию тоже хотела сделать Сегодня откроем тогда тестовую. в течение следующей недели. Пусть это будет тестовая приемная кампания на 1 неделю рабочую. Чтобы за 5 дней все ответственные лица, желательно их в понедельник, вторник назначить, чтобы они сели, попробовали и внести заявление, и посмотреть, как оно будет переводиться из статуса в статус и так далее. Чтобы в течение 5 рабочих дней был изучен сам процесс механизма. Таким образом, вот именно эти те самые правила, они реализуются технически. Адрес тестовой базы я пропустила. Нет, вы ничего не пропустили. Это будет та же самая приемная кампания, в ее услугах она будет заведена центром. То есть, да, вам тестово можно будет поработать в тестовой приемной кампании. Мы создадим условно там два объекта, допустим, по каждому объекту хотя бы 2 смены. Местные базы, да? Местные лагеря. Я думала, один лагерь, одну смену. Да, Просто, какие-то конечно, там там чайка много мечта, надо еще например. всем. Ну да, чтобы вы просто проработали жизненный цикл заявления. Да, да. Так сложно, конечно. Да, и там, возможно, если будут какие-то вопросы, то обращайтесь, пишите. Попробуем урегулировать все сложные моменты. Да, с понедельника сделаем. Без понедельника. Сейчас сразу центр вернется на свои рабочие места и сделает эту тестовую приемную кампанию. И вам спасибо за вопросы. Все будет хорошо. Уже Как проходили всегда, это, коллеги, да. мы уже с вами неоднократно проходили все эти процедуры. Я уже говорила в прошлый раз, и первый класс, и электронные дневники, и БСИ, сколько мы выслушали. И от вас, и от образовательных организаций, а большей части от родителей. Поэтому мы с вами этот путь мы снова с вами пройдем. Может, есть вопросы по дополнению заявлений в системе? Нет, там все понятно. Так, еще вопрос. Если вы в местные СМИ тоже запустите информацию о приемной кампании, потому что много граждан в удаленных населенных пунктах не читают электронные СМИ. Вот, я говорю. Да. Поэтому очень много населения читает местные газеты, местные печатные издания. Поэтому я очень прошу вас через местные СМИ тоже запустить процесс. Так же, как мы с вами делали по электронному дневнику, когда переводили на учетную запись системы. То есть полностью шла на всех уровнях информационная кампания. Коллеги, если все вопросы закончены, Коллеги, у вас у всех есть и мой сотовый телефон, поэтому звоните. у центра есть контактные данные, размещены везде, в приказах и на сайтах. Задавайте вопросы, особенно сейчас, когда апробируете
тестовую Пожалуйста, технический вопрос. Ну да, технические вопросы, они делятся на две категории. Те, которые мы можем решить на своем уровне, скажем так, первая линия, да, техподдержки, то есть они больше носят организационный характер. Вы можете проговорить с нами. Те проблемы, когда, например, не регистрируется заявление, оно не уходит, оно не выпадает в реестр, когда нет доступа к системе, когда выдают ошибку и не пускают в целом даже в подсистему услуги. А когда вам звонят родители и говорят, что заявление подано, но ответ не пришел, уведомление по электронной почте. Вот подобного рода моменты, они должны уходить на техподдержку, единую техподдержку ГАУ-ЦИК, Центр информационных технологий, на адрес health@aircom.ru. То есть это те вопросы, которые ЦИК на своем уровне второй линии техподдержки прорабатывает. Если вдруг возникают какие-то критические ситуации и Центр информационных технологий не может с ними справиться, в этом случае он обращается уже непосредственно к разработчикам. Далее идет работа с ними. Поэтому по любым проблемам я прошу нас информировать. То есть простейшие проблемы мы готовы решить на своем уровне, кому-то добавить права, посмотреть, что у вас с учетными записями, вдруг что-то изменилось и так дальше. Но в любом случае, если вы направляете на health@aircom.ru свои какие-то письма с ошибками и другими замечаниями, то просят в подпись ставить Министерство образования, наш отдел. Ставить отдел комплексной безопасности и информатизации. Чтобы мы быстрее на своем уровне непосредственно исполнителю передавали эту информацию. Ну, на этом, наверное, предлагаю завершить сегодняшнюю встречу. Да. Еще раз вам всем спасибо. Спасибо, да, большое. И ждем вопросов ваших. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Да.